Абхазия моя, земля моя родная. Я твой неблудный сын, я твой любимый сын. Ведь где бы ни был я, но горы, вспоминая, я чувствовал всегда, я в мире не один. Яркие и искренне идущие из глубины души строки Владимира Саблина давно нашли дорогу к читателю. С 1960 года поэт публикуется в газете «Советская Абхазия». Неоднократно подборки его стихов помещались и в журнале «Сухум Ауа». Произведения Саблина получали и литературную премию этого журнала. Вопрос возникает, какой он поэт, вернее сказать, чей он поэт, русский или абхазский. Все-таки, наверное, абхазский. Владимир Григорьевич в Абхазии родился, и все абхазское. Не то, что он там впитал, освоил, просто ему это было дано с детства, дано от рождения. Скажем так, это поэт, воспевающий Абхазию на русском языке. Тем не менее, он и русский. Владимир Саблин родился в Сухуме. Он из тех мастеров русского поэтического слова, кто, свободно владея литературным ремеслом, стремится к глубине и лаконизму лирического образа. В некоторых стихах поэта звучат отголоски его внутреннего мироощущения. Такие же теплые поздравления звучали сегодня и в адрес юбиляра. Автор небольшого количества книг, но, как писал один русский классик, и эта книжка небольшая, томов при многих тяжелее, вот так как-то. Ваш талант, Владимир Григорьевич, он, безусловно, прославил Абхазию. Абхазия – это страна талантливых людей, людей, которые здесь родились, людей, которые сюда приехали или приезжали, или периодически будут приезжать. Абхазия побуждает многих людей к тому, чтобы эти люди реализовывали свой творческий потенциал. Владимир Саблин, как поэт, впервые широко и мощно заявил о себе на первой надпартийной конференции, проходившей 15-16 апреля 1995 года в Санкт-Петербурге. Он является автором таких сборников, как «Пещерный жемчуг», «Между добром и злом», «Познай свои печали», изданных в Сухуме и Воронеже. Самая главная моя забота – людям, читателям подарить свои размышления о сути жизни человека. Чтобы на моем, как говорится, личном опыте, во имя моих побед где-то, моих поражений, я хочу, чтобы человеку я передал какой-то материал для его духовного возрождения. В последние годы в творчестве поэта все более ощутимым становится тяготение к сложным и противоречивым проблемам познания сути бытия, смысла человеческого существования. Признаюсь, ничуть не греша, да это и вы замечали, как тянется к небу душа в минуты тоски и печали. В этот день в Национальной библиотеке звучало много стихов. И несмотря на то, что юбиляру исполнилось 90, он полон сил и творческих планов. Читатели тепло отзываются о творчестве поэта и с нетерпением ждут его новых произведений. Шазина Ханагова, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.